Сегодня активисты коми-молодежной организации МИ искали на улицах Сыктывкара коми-говорящих людей. Они прошли по центру столицы и заглянули в государственные учреждения. Репортаж Романа Истомина. Widziała Pan tu ciornika nad komien? Активисты МИ останавливают прохожих и задают вопрос, знают ли они коми-язык. При положительном ответе дают эксклюзивный значок «Я говорю по коми». Достался он и студенту СГУ. Я рад, что я попал на такую акцию и что я с гордостью буду носить этот значок, повешу этот плакат над свою комнату, и чтобы каждый знал, что мы в коми можем разговаривать на коми, что мы все разговаривают на коми здесь. Изготовление значков профинансировала финская студенческая организация. Такую акцию скандинавы проводят во многих родственных регионах. Пора обозначить себя и коми. Кто говорит на коми-языке, они подходят и говорят: о, так интересно, на этом значке написано «Я разговариваю по коми», а мне можно такой значок? А те люди, которые говорят на других языках, не понимая коми-языка, они спрашивают: что у вас написано? Мы им отвечаем: здесь написано «Я говорю по коми». И они говорят: ой, а можно нам тоже значок такой? Мы говорим: ну, для этого нужно всего немного выучить коми-язык. Активисты заглянули в Госсовет, мэрию и Министерство национальной политики и убедились, чиновники тоже говорят на коми. На двери кабинетов таких специалистов повесили соответствующий стикер. Хотелось бы, чтобы акция переросла в нечто большее. Например, в день коми-языка. Целый день говорить только по коми. Ходить с комиязычным другом и пускай он переводит. Общественники считают, такие акции проводить нужно обязательно, ведь язык жив, пока на нем говорят. Роман Истомин, Любовь Королева, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.